В энергетической столице республики Владимир Уйба первым делом заезжает на ГРЭС. Руководителю региона рассказывают о производственном цикле, экологических и социальных программах предприятия. Печорская ГРЭС не только снабжает электроэнергией всю Коми и часть Архангельской области, но и оказывает помощь учреждениям культуры и спорта, школам, детскому дому, ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Далее на маршруте главы Печорская ЦРБ. Здесь у нас располагается главный корпус, приемный покой, значит, ралком. В главном корпусе находится отделение, это вот с той стороны, значит, находится отделение терапевтическое. Владимир Уйба осмотрел состояние зданий больничного комплекса, ознакомился с материально-техническим оснащением и кадровым обеспечением больницы. В Печорской ЦРБ есть потребность в хирургах, терапевтах, реаниматологах, педиатрах. В этом году здесь ожидают врача скорой помощи, невролога, стоматолога и участкового терапевта. Для инфекционного отделения необходимо построить новое здание. Также по поручению руководителя региона в наш Минздрав будет направлена заявка и проектно-сметная документация на проведение ремонта кровли поликлиники. Хотелось бы спросить обозначить проблему в травматологии. Огромное количество людей, очереди. 21 век, а мы туда в 5 утра занимаем очередь. В 5 утра в буквальном смысле. Вот так прямо на улице Владимир Уйба общается с врачами и пациентами больницы. Те, пользуясь случаем, рассказывают о жизни в Печоре, что дороги в городе требуют к себе внимания, как и вода, а от бродячих собак вообще спасу нет. Но больше вопросов все же про медицину. Люди и так жалуются, что попасть не могут, а так приходится ждать по 1,5-2 часа, по 3 часа этих снимков, которые они из поликлиники несут и так далее, с проявлением. Можно какую-то помощь выделить, чтобы у нас хотя бы рентген восстановили вместе с эндоскопическим оборудованием? По приблизительным оценкам, только на ремонты и оснащение объектов первичного звена республики потребуется 30 миллиардов рублей. И без помощи федерального центра не обойтись. Это касается всего. И ремонта дорог, и наведения порядка в медицине, и вопросах переселения из районов Крайнего Севера. На сегодня в Коми в очереди состоят 30 тысяч семей. Из них ежегодно только 300 получают заветные жилищные сертификаты. С такими темпами понадобится минимум 100 лет. Но выход есть. Точнее, план, о котором Владимир Уйба вскоре доложит президенту. Значит, я буду заниматься переселением внутри Республики Коми. И ратовать за выделение не сертификатов, а денег для того, чтобы строить жилье. У нас есть южные районы, у нас есть Прилузье, у нас есть Микунь, где абсолютно нормальные условия европейские в части климата. Поэтому это моя позиция, я ее буду жестко отстаивать. А ведь действительно хорошая идея. Одним выстрелом решить сразу несколько задач. Снести ветхие дома в Сыктывкаре, переселить людей из Воркуты, Инты и Печоры и вместе с тем оказать мощную поддержку местному строительному бизнесу. Ни одного подрядчика республиканского. Это что такое? Мы до чего дожились? Это же позорище. У нас Киров строит, Питер строит, Москва строит. Кто только не строит. Куда деньги идут? В Питер, в Москву, в Киров и так далее. Но это же бардак. Поэтому, значит, у нас есть в Сыктывкаре 3136 двухэтажных многоквартирных домов деревянной конструкции прошлого столетия, 40-х, 50-х годов, в центре города. Занимают великолепные места в городе. Значит, вот это плацдарм для переселения. На встрече с общественниками затронули вопрос состояния улиц, дворов и тротуаров. Владимир Уйба рассказал, что в этом году Печорский район получил около 54 миллионов рублей на ремонты улиц Московская, Ленина и Железнодорожной. В рамках нацпроекта «Жилье и комфортная среда» почти 18 миллионов рублей направят на благоустройство парка имени Володи Дубинина, парка Победы и сквера по улице Привокзальной. В завершении своего двухдневного визита в Печору Владимир Уйба посетил гимназию. 1 сентября это уникальное учебное заведение отпразднует 30-летний юбилей. Сегодня здесь обучаются 762 ребенка, работают 52 высококвалифицированных педагога. Воспитанники гимназии демонстрируют стабильно высокий уровень успеваемости. За последние 3 года 12 выпускников награждены золотыми медалями за особые успехи в учении, 12 серебряными. Еще 4 гимназиста сдали ЕГЭ на 100 баллов. Роман Истомин, Алексей Корчма, телеканал Юрган, Печора.